Ты что, уезжать собрался? Бежать, Карыч. Кстати, всем советую. Тут скоро такое будет. Да что будет-то? Мне пришло письмо от почитателя из Татарстана. Так, то не то. Вот, жди Кучтенеч. Представляешь, Кучтенеч. Да ведь это... Начинается. Сейчас нам такой Кучтенеч будет. Бараш. Кучтенеч по-татарски значит гостинец. Ты только посмотри, что тут. Татлы, сладкая помадка из сахара и молока. Просто готовить и вкусно есть. А это баурсак. Крошечные пончики. Их жарят в раскаленном масле, а потом окунают в мед. А еще корт, чак-чак, бармак, коштеле. Как же они все это съедают? Я бы не справился. Не волнуйся, Бараш. В Татарстане тебе всегда помогут. И в деле, и в праздновании. Татары очень дружные. Есть у них чудесный обычай под названием эме – обычай взаимопомощи. Когда начинается большое строительство или ремонт, за дело берутся всем миром. А уж после устраивают совместные угощения и гуляния. Вот тут-то и пригождаются все татарские вкусности. Вдохновение? Да какое там? Надо читателю моему спасибо написать. Хорошо бы по-татарски. Сложно это, но можно, если с хорошим наставником. Татарский язык очень древний. И на письме татары сперва пользовались рунами, потом латиницей, а теперь используют кириллицу. То есть азбука у них очень похожа на нашу. А кроме того, в татарском языке много слов, понятных нам. К примеру, чайнек – это чайник, а сундук – это сундук. Кучтенеч и Ечен Зур-Рахмет. Это я написал большое спасибо за гостиниц. А вы что подумали?